Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего мужчину. И мы с вами посмотрим, что он думал о вас последние 24 часа. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему и задайте свой вопрос. Что ты думал обо мне в последние, либо крайние, как вам удобно, 24 часа? Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Да, тут мужчина в крайности впадал, девочки. 4 состояния вышло, 4 фрагмента, 4 состояния. Мужчину нам здесь показали очень ранимого, либо в какой-то даже легкой депрессии находится, скучает по вам очень сильно, но при этом мужчина как на что-то решиться не может, либо какой-то конкретный шаг сделать. Вот он сам себя за это ненавидит, сам себе говорит трус, но при этом все равно не двигается. Может быть, речь идет о том, чтобы вам какую-то конкретику предложить, либо пойти на сближение с вами, либо к вам приехать, либо вас к себе пригласить. Но вот как решиться не может. Сам себя за это ненавидит и чувствует, что он слаб. Слаб и сам как бы не контролирует то, что между вами происходит. Еще, девочки, у кого-то отыграется, что у мужчины есть тайна. И для того, чтобы ваши отношения были настоящими, полноценными и двигались в правильном направлении, ему нужно вам в чем-то признаться. Но признаться он не может. Боится. Боится вашей реакции, боится того, что вы в нем разочаруетесь. И вот в самом начале ваших отношений, грубо говоря, все это зарубите. Скажете, а мне не надо. А я с тобой не хочу, да? Фу, ты проблемный. У тебя тайны есть, да, я не хочу. Ну, и он как бы не может найти в себе силы на то, чтобы вам в этой тайне сознаться, признаться. И это тоже, знаете, прям серьезное обременение, которое лежит у него на душе, на сердце. Так, ну давайте по его состояниям пройдемся. Вот тут он на вас злился, обижался, злился, ревновал. Тут и тройки. То ли он ваши соцсети просматривал, то ли он сам себе там сидел, придумывал, что вы, скорее всего, с кем-то, где-то развлекаетесь. Но быть же по-другому не может. Вы такая красивая, но не можете же вы сидеть дома и его ждать, на него надеяться. 100% у вас там целый гарем из мужиков, и вы прям выбираете. Так, сегодня ты со мной, завтра ты. Либо там друг друга будете подменивать, сменять. Ему кажется, что вы живете очень веселой, разгульной жизнью, ни в чем себе не отказываете, а с ним типа играете, что он такой вот несчастный, всеми и Богом забытый человек, особенно вами забытый человек. И вообще о нем не вспоминаете, а вспоминаете только лишь когда он подает вам знаки, грубо говоря, пишет, либо там звоночек от него поступает. А так вам не до него, у вас полноценная жизнь. Причем мужики у вас везде, в каждой комнате по мужику, там в коридоре, на работе, за каждым поворотом вас мужик ждет. Ну вот в таком ключе. Прям что-то его пробило. Он и на себя злился, что он не совсем там хорош, не совсем там красавец, не может женщины добиться. На вас злился, что вы такая вот красивая, легкая и общительная. Ну и, конечно, на судьбу, на то, что вы сейчас не вместе.
Вот тут и ревность, и мысли такие дурные. В общем, колбасило его не по-детски. Вот. Ну, а если вы какую-то фотографию опубликовали из какого-то там места красивого, даже если там нет мужчин на этой фотографии, но вы просто где-то с подругами отдыхаете, там в баре, либо в ночном клубе, либо где-то в какой-то кафешке, в какой-то локации в парке. И он такой: точно, она гуляет, она развлекается, и там на заднем фоне где-то спрятались мужики. То есть прям ревновал. Но здесь явно не хватает общения, не хватает внимания. И мужчина сам себя накручивает и опять же приписывает вам неверность, потому что сам имеет тайну, да, как говорится, у самого рыльца в пушку, поэтому он вам тоже как бы приписывает. Думает, что вы тоже от него что-то скрываете. Да, прям ревность покусала, причем во все места и сразу. Вот, так можно сказать. Дальше, следующее состояние. Состояние романтик. Видите, он тут сидит, поет и птичку в руках держит. Это желание вам написать, позвонить, посвятить вам поэму, написать стих, не знаю, там песню спеть. Желание вас добиваться, желание быть рыцарем, прям творить для вас какое-то волшебство, какие-то чудеса. Он тут ваши фотографии до дырочек досмотрел, восхищался, какая вы невероятно красивая. Ой, ну просто с ним такое творилось, душа пела и плясала, вот, и он там на крылышках любви летал, да, восхищался вами, думал, как сильно он вас любит, какая вы невероятно прекрасная, в общем, ностальгировал, мечтал, и опять же, вот на поэзию, да, тянуло на поэзию, может быть, какие-то сочинял строки, которые должны вас там тронуть, покорить, ну, чем-то таким занимался. Третье состояние, здесь мужчина на коне, но у коня почему-то очень короткие ноги. Здесь мужчина порывался ехать к вам. То есть сейчас все брошу и приеду. Я соскучился, я хочу ее увидеть, я хочу провести с ней время. И не важно, что она меня не зовет, и не важно, что за окном там полночь, и не важно, что я там за 1000 километров от нее нахожусь. Вот не держите меня, я к ней хочу, я к ней поеду. Да. Тут его действительно колбасило не по-детски, возможно, действительно там порывался, просматривал билеты, как можно к вам скорее доехать, как приехать. Возможно, мужчина действительно даже с кем-то говорил, что вот там не держите меня, мне к ней надо, я не могу здесь находиться. И также, возможно, мужчина, ну, вплоть до того, что, не знаю, там сумку собирал, да, вещи собирал, сумку, чтобы к вам ехать. Но здесь однозначно рвался к вам, порывался к вам, но поскольку у коня короткие ноги, не доехал. Да? Ну, не судьба, не получилось, не сошлось. Вот. Следующее состояние работы. Он пытался фокусироваться на какой-то работе, на каком-то деле. Может быть, это его непосредственная работа, может быть, это его какое-то хобби, увлечение, может быть, даже его собственный бизнес. И усиленно гнал навязчивые мысли о вас. Здесь волнами, да, мысли о вас показываются. Волны, которые его поглощали, волны, которые его отвлекали. Он тут и злился, и перерывы делал, и что он только не делал. Но я так понимаю, что с трудом ему удалось свою работу доделать, либо с трудом он смог сфокусироваться, и то постоянно отвлекался. Вот здесь даже какое-то небольшое, как бы правильно это сказать, раздражение, наверное, да, потому что он не привык так, либо ему так не нравится. То есть, может, работа не получалась, либо дело не получалось, не спорилось, потому что отвлекался постоянно на вас. Раздражался он сам на себя за то, что постоянно о вас думает, за то, что постоянно на вас отвлекается и никак свою работу, свое дело доделать не может. Вот. Но делать-то нужно, да, либо деньги нужны, а вот не получается заработать. Да. Ну, в общем, девочки, он о вас думает постоянно, регулярно, и действительно на вас очень сильно отвлекается.
ревнует, испытывает к вам романтическое настроение, чувства, но при этом почему-то приехать не может, либо никак двинуться в вашу сторону не может. Вот что-то не пускает. Поэтому я делаю вывод, что он где-то далеко находится, либо отношения только в зачаточном состоянии. Либо ваши отношения только-только вот начались, когда еще многое под запретом, да? Нельзя так просто приехать, нельзя так просто прийти, там куда-то вас позвать, пригласить. Так, очень серьезные тут планы у мужчины на вас. Во-первых, он хочет вам доказать, что он мужчина ого-го какой, да, то, что надо. Хочется ему перед вами как-то блеснуть, там, не знаю, щедрым показаться, умным показаться, ну вот в таком ключе. И еще у мужчины есть какая-то навязчивая идея влюбить вас в себя. Чтобы вы именно влюбились, чтобы вы прям для него, ради него на все согласились. Прям ему очень хочется, чтобы вы его любили. Любили так сильно, чтобы про себя даже забывали, либо про всех на свете забывали. Он будет этого добиваться, он еще не раз себя проявит. Но вот вижу, что будет он именно в этом ключе двигаться, чтобы вас в себя влюбить, подкупить, влюбить, восхитить, удивить в таком ключе. Хочется ему показаться лучше, чем он есть. Хочется, чтобы вы прям восхищались, ахали и охали в его присутствии, либо при его появлении. Вот. Сам по себе он мужчина неплохой, ну, есть к чему стремиться, да, вот есть к чему стремиться и над собой работать. Как бы там у вас ни происходило, но его планы, его взгляды и его чувства очень серьезные в отношении вас. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.